Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Почему правозащитники видят политику в делах, возбужденных в Крыму против крымских татар? Как крымские татары попадают в поле зрения российских силовиков? И реальна ли террористическая угроза в аннексированном Россией Крыму? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. Сегодня 24 мая. В студии для вас работает Елена Римовская. Добрый день. Прямой эфир. Напомню, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно, 8 810 06 926. Это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Если вы слушаете и слышите нас с материковой части Украины и хотите оставить свой комментарий или задать вопрос, у вас есть возможность тоже позвонить нам в прямой эфир 044 490 31 18. Ну и традиционно есть трансляция у нас на YouTube-канале Крым Реалии, и сегодня есть трансляция на Facebook-странице Крым Реалии. Вы можете оставлять свои вопросы и комментарии там. Тема дня. Вот какой повод у нас сегодня для разговора, хотя обсуждать мы будем темы намного шире. Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенными 24 крымско-татарских активистов, задержанных российскими силовиками в марте этого года в Крыму. 5 из 24 задержанных вменяют организацию деятельности террористической группы, остальным – участие в деятельности террористической организации. В «Мемориале» считают, что это дело политически мотивировано. Крым в центре внимания. У нас есть сегодня гость в студии. Я рада представить Исмаила Рамазанова, крымско-татарского активиста. Здравствуйте, спасибо, что вы к нам пришли. Здравствуйте. Давайте напомним тем нашим слушателям, которые не в курсе, вашу историю. Вы тоже послушаете. Если будет чем дополнить, вы нам скажете, мы поправим. Хорошо. Гость эфира. Крымчанина Исмаила Рамазанова задержали под Симферополем в январе 2018 года. Ему инкриминировали пропаганду экстремизма с помощью интернета и незаконное хранение боеприпасов. В материалах следствия говорилось, что Рамазанова подозревают в распространении суждений, направленных на разжигание межнациональной розни с помощью интернет-рации Зелла. Силовики утверждали, что у них есть аудиозаписи высказываний Рамазанова с признаками экстремизма. Сам Исмаил Рамазанов обвинение отрицал и заявил о пытках во время обыска. По словам крымчанина, из него выбивали признание. Его родных запугивали, а найденные патроны ему подбросили. Первые полгода после задержания Исмаил Рамазанов провел в СИЗО. Позже его отпустили под домашний арест. Защите крымчанина удалось добиться снятия обвинений в хранении боеприпасов. В январе этого года уголовное дело против Исмаила Рамазанова прекратили. Спустя месяц крымчанина удалили из российского перечня террористов и экстремистов. Гость эфира. Гость эфира сегодня в нашей студии крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов. Все ли правильно мы о вас рассказали? Да, все, но там момент, где говорится, что под домашний арест. Там сразу же они мне избрали меру пресечения, подписка о невыезде из Крыма, из Российской Федерации. Но они Крым считают Российской Федерацией. Но мы знаем, что это не так. А в основном, да, в основном именно так. Как сложилось, я просто предлагаю нам двигаться от частного случая к общей такой теме. Это логично, хоть ваше дело никак не касалось Хизбут Тахрир, но мне кажется, что все дела крымских татар, так или иначе, вот те, которые возбуждены после 2014 года, они связаны между собой, есть какие-то общие черты. Как сложилась ваша жизнь после прекращения уголовного дела? Вы были вынуждены покинуть Крым? Не сразу. Я все равно пытался заниматься правозащитной деятельностью, насколько я это мог делать. И, конечно же, посещал так называемые облавы, обыски, как они их называют. Вы имеете в виду, посещали как человек, просто как свидетель? Как стример, который вел стрим в Facebook, пытался зафиксировать по возможности все,
все, что связано с этим. Последняя вот облава, это 27-го, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот Где 20, когда где 20 задержали ребят 24, да, 27 марта. Да, в основном там действие происходило на Кукурузном поле. Это такой поселок, там, где в основном происходили самые массовые такие мероприятия, посвященные облавам. И я тогда зафиксировал очень много таких интересных моментов, там, где они позволяли себе очень многое. То есть они чувствуют безнаказанность, беззаконие, врывались в дома, просто ломали двери, когда люди отсутствовали в своих домах. Мы фиксировали неоднократно взломы дверей, потом мы дожидались хозяевов. Некоторые из них, по-моему, даже писали жалобу. Но эта жалоба, конечно же, дальше там обращение в полицию, она не проходила. То есть им четко давали понять, что это проводили мероприятия сотрудники ФСБ. И нежелательно вам писать жалобы, так как потом это может сказаться, сами понимаете. То есть 27 марта вы еще были под Симферополем, вы присутствовали при Да. этих массовых обысках. Как сложилась ваша жизнь вот спустя 2 месяца? Я так понял, что вот спустя 2 месяца я понял, что вот такая моя позиция, такая моя деятельность прежде всего не нравится оккупанту. Да, и их всем сотрудникам. В том числе там все замешанные: МВД, прокуратура, ФСБ. Мне даже вручили предостережения, которые вручали потом спустя, связанные с 18 мая активистам. Но мне в этом предостережении четко дали понять, что они шьют такое же дело, как и многим ребятам, активистам, стримерам Крымской солидарности, которые освещали вот эти суды, вот эти массовые облавы. И там акцент делали именно в связях с Хизбут Тахрир. Но когда вы говорите предостережение, это какой-то официальный документ или это было Да, неофициально вам сказано? Да, ну сначала этот процесс происходил как? Мне позвонил, на мой номер позвонил помощник прокурора. Не знаю, хотите, потом я дам ее данные, как бы. И она по телефону мне сказала, что вы замечены в правоохранительных органах, есть материал против вас, что вы готовите какие-то акции протеста, связанные с поддержкой так называемой террористической организации Хизбут Тахрир. На что мне сразу стало интересно, я этот телефонный звонок, конечно же, записал. Есть, благо, такая возможность во всех смартфонах. Записал и впоследствии позвонил своему адвокату Алексею Ладину. И мы с ним буквально через полчаса решили все-таки поехать и убедиться, в чем там и что за предостережение. Я, в принципе, понимал, что, возможно, будет какой-то разговор, да, какая-то беседа. И я думаю, надо записать. Включил диктофон, и только после этого мы зашли с Алексеем, зашли в прокуратуру Симферопольского района. Там, где нас потом встретили. Сначала все как-то так, разговор, все как-то так происходило, ну, в рамках какого-то правового поля, да. Ничего, в принципе, такого грандиозного они не говорили. Она сразу вручила мне предостережение. Это было после этих обысков уже, да, 27 марта? То есть Это после да, них. это было спустя месяц, наверное, где-то спустя месяц после этих обысков. И вот когда я прочитал это предостережение, мне сразу стало понятно, ну, что они, возможно, готовят точно такие же подбросы литературы, как они мне, в принципе, подбрасывали в первый раз. Это какая-то книжечка, которую они считают экстремистской. На что я в первый же день, когда мне избирали меру пресечения, я говорил, что это мне не принадлежит, так как и патроны, которые мне подбросили. Но меня, конечно, не слушали.
Они, даже судья там всячески меня пыталась ну, как бы запретить мне говорить. Но все-таки вернемся к тому, что мне вручили это предостережение. Это предостережение, я в этом вычитал, что меня как-то связывают с Хизбут Тахрир. Они считают эту организацию на территории оккупированного Крыма террористической. В России она признана террористической. И тех неугодных, которые именно активные, да, очень активные ребята, которые не стоят, не сидят там в стороне, не сидят у себя дома, а посещают суды, посещают различные мероприятия, там собрание Крымской солидарности, и все, в основном все ребята, которых задержали вот именно этого числа, они все являются активистами Крымской солидарности. И в этом предостережении я тоже вычитал, что меня почему-то связывают с этой организацией. На что мне стало интересно, как и моему адвокату, вот конкретно что имеется в виду. То есть там есть предостережение, что я якобы являюсь организатором каких-то мероприятий, связанных в поддержку этих террористов, как они их называют. Мы сразу с моим адвокатом начали писать, требовать от них, чтобы они нам предъявили все-таки, что имеется в виду под этими словами. На что прокурор возмутилась, помощник прокурора возмутилась и начала резко так высказываться в мой адрес, что вы типа, мол, не имеете права, если только имеете, то вы должны написать потом что-то вроде ходатайства для того, чтобы потребовать эти записи. Но мы все равно что-то там написали именно с требованием получить конкретно вот эту информацию, что, возможно, я потом даже буду инициатором того, что эти мероприятия, как они говорят, незаконные, да, я буду инициатором того, что эти мероприятия не проведутся, да. На что они всячески нет. И вот эти все документы, которые мы написали и вручили этой прокурорше, помощнице прокурора, я не знаю, дальнейшие ее действия я не знаю уже, в принципе. То есть после этого разговора вы поняли, что вам стоит или уезжать, или ожидать открытия возбуждения уголовного дела? Да, так как против ваших знакомых, да, ну, и других представителей общины. моих соотечественников. А как-то вам, ну вот, давайте еще вот какой момент обсудим. Как вы вообще попали в поле зрения российских силовиков? Вот если вспоминать еще то дело, по которому вы сидели в СИЗО, как так получилось? С чем вы это связываете? Я это связываю, опять же, с моей, как сказать вам, ну, активность она у меня была, но она не освещалась нигде. Собирал, конечно же, денежные средства в помощь семьям. Уже тогда были задержаны и Симферопольская группа, и Бахчисарайская группа, вторая Бахчисарайская группа, именно политузников там, и против стариков наших, которых якобы возбудили против них уголовное дело, дело в вымогательстве в Виджи Аблакашка, Аллах рахмет алейсин. И я понял, что нельзя сидеть в стороне. Максимум, что я мог тогда делать, это собирать какие-то денежные средства, чтобы помогать их семьям. Ну, то есть вы занимались гражданской деятельностью, и это могло создать вам проблемы. Да. Вот если вообще, я думаю, что вы же все тесно достаточно общаетесь, ну, как минимум обмениваетесь информацией. Ваши соотечественники, те люди, которые фигурируют сейчас в уголовных делах, а мы знаем, что по большей степени это все-таки крымские татары, эти люди все, ну, то есть они все занимались активной гражданской деятельностью, или кто-то, вот как бы вы охарактеризовали этих людей? Ну, я скажу про Ремзи Бекирова. Это стример Крымской солидарности. Я с ним знаком буквально полгода, когда освободился. До этого я, к сожалению, не был с ним знаком, с этим замечательным человеком. В СИЗО познакомился Узиром Абдулаевым. Это первая Симферопольская группа.
До этого я знал его как организатор спортивных мероприятий. Это дзюдоист, мастер спорта, как его брат Тимур Абдулаев. Там же в СИЗО познакомился с Рустемом Абельтаровым, Эрнесом Аметовым, Сираном Салиевым, Пановым Дедженей. С Балахом удалось нам тоже как бы познакомиться. А вот Заремези, почему Заремези? Именно против него возбудили такое уголовное дело, я это связываю с его деятельностью, активностью его, гражданской активностью. Тут стоит напомнить, что он как раз фигурант вот этого второго так называемого симферопольского дела Хизбут Тахрир, то есть один из 24 задержанных в конце марта. Да, Ремс такой вообще замечательный человек, который никогда не стоял в стороне. Он один из первых, который мог побежать там помочь семьям, которые нуждались, да. Организатор каких-то таких мероприятий, все мы знаем, что у некоторых ребят, которые уже сидят, которые уже получили там сроки, что у них условия жизни, их семей очень плохие, и собирались денежные средства для того, чтобы какие-то там улучшить их условия там жизни, да, в их домах. В Крыму это называется как хашар. Это собирается группа ребят, строителей, или если даже ты не строитель, там мог просто помогать, и приезжали и просто делали, помогали по возможности, что могли. И Ремс был один из тех, хотя он сам, если честно, нуждался тогда в помощи. Но вопреки всему, он был один из тех, который именно занимался, помогал, организовывал передачки в СИЗО ребятам. В Ростов-на-Дону, когда уже этапировали и Ялтинскую группу, и Симферопольскую первую группу. Ну вот по тем людям, с которыми вы знакомы, вот которых вы назвали, можете ли вы предположить, что они могут иметь отношение к организации какой-то террористической группы или к экстремистской деятельности? Мы все знаем, что, знаете, им всем подбросили литературу, якобы связанную с этой деятельностью. Они в первые же суды об этом заявляли, что все то, что они якобы нашли в домах, все было подброшено. Более того, там сотрудники ФСБ в балаклавах в форме черепов просто пугали их детей. И это тоже зафиксировано. Почему они именно акцент давят именно на то, чтобы испугать детей и стариков? Потому что там взрослых парней там, или девушек испугать сложнее. И они именно делают то, что морально пугают стариков, детей. Психологически. Это очень сильно, я вам скажу, очень сильно отражается на психике детей. Если возвращаться вот к этому заявлению правозащитного центра «Мемориал», мы на этой неделе, у нас была возможность все-таки расспросить подробнее у представителя центра Виталия Пономарева, он руководитель программы противодействия исламскому терроризму этого центра, почему в «Мемориале» все-таки считают, что вот эти вот дела Хизбут Тахрир в Крыму политические. Давайте послушаем. Мнение. У нас есть подборка достаточно большая приговоров по делам такого рода. Вот во всем этом огромном массиве судебных решений нет, ни в одном деле нет фактов ни совершения террористических актов лицами, обвиняемыми в принадлежащих Хизбут Тахрир, ни подготовки к таким актам, ни призывов к таким актам. Самый жесткий приговор в Башкортостане в прошлом году 24 года лишения свободы просто за чтение книг, там связанных с Хизбут Тахрир, каких-то обсуждений их идей, но это книги, написанные во времена еще Советского Союза, да, там за рубежом, но они отражают определенный комплекс идей, но, безусловно, там нет никаких призывов к терроризму, к деятельности против нынешнего российского государства. Так что, в общем, нет серьезных оснований для того, чтобы рассматривать эту структуру как действительно террористическую, при том, что число дел стремительно увеличивается, число людей, тоже попадающих в эту мясорубку, тоже стремительно увеличится, и сроки стремительно растут. Мнение.
Ну, и Виталий Пономарев, представитель правозащитного центра «Мемориал», он также обратил внимание на момент, который он считает интересным. Он говорит, что, несмотря на резонанс при задержаниях, дела такие практически никак не освещаются в российских СМИ. Точка зрения. Очень интересная вещь происходит. Вот если мы посмотрим последние несколько лет по России, то часто в СМИ идут сообщения, что там раскрыта там террористическая группа, готовившая там то-то. Вот звучат какие-то достаточно сенсационные заявления, даже не связанные с Хизбут-Тахрир. Но потом, если мы посмотрим, как эта тема освещается в средствах массовой информации, по подавляющему числу вот таких уголовных дел нет никаких репортажей там о судах, о приговорах, какая фактура озвучивалась вот в ходе судебного разбирательства. Часто по эти громкие заявления там о задержании и раскрытии, они просто потом не получают никакого продолжения. И мне кажется, это очень важный момент, потому что не только по Хизбут-Тахрир, но и некоторые другие дела, они, в общем-то, во многом дутые, основанные на неверной информации. Точка зрения. Это был комментарий Виталия Пономарева из правозащитного центра «Мемориал». Мы задали ему вопрос, почему в «Мемориале» считают, что дела Хизбут-Тахрир, в частности, дела, которые возбуждены в Крыму, почему «Мемориал» считает эти дела политическими. И у нас сегодня есть гость эфира, это крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов, который вот буквально недавно был вынужден выехать из Крыма. Исмаил, вот я вам могу сейчас рассказать такую, озвучить позицию, которая время от времени звучит у нас в комментариях, вот под YouTube-трансляциями. То есть есть часть населения Крыма, я уверена, вы с этими людьми сталкивались, которые говорят, ну вот посмотрите, вот есть крымские татары, которые живут спокойно, никто не приходит к ним с обысками, да, никто их не трогает, они всем довольны. Вот российские власти Крыма ведь рапортуют, что сколько денег тратится на межнациональное единство в Крыму, да, но есть при этом неспокойные крымские татары, да. Вот что бы вы ответили этим людям? Как так получается, что есть крымские татары неспокойные, а есть те, у которых за 5 лет аннексии Крыма все нормально? Я отношусь к тем крымским татарам, которые, наверное, неспокойные. Объясню почему. За все вот эти 5 лет, уже 6-й год пошел, аннексии Крыма, вся деятельность оккупанта заключается в том, чтобы как раз-таки разжечь вот эту ненависть. Она не заключается в том, чтобы там как-то не разжигать, чтобы какое-то там, как вам сказать... То есть наоборот, дружба, да? да? Просто почему я этот вопрос задала? Вот я собрала последние буквально новости на эту тему. Например, отрапортовали в российском парламенте Крыма, что на межнациональное единство в Крыму в 2019 году в рамках ФЦП, это Российская федеральная целевая программа, потратили более 2,5 миллиардов рублей. Или же анонсируют, значит, в этом году в Москве Международный крымско-татарский форум, да? То есть есть вот, вы видите, как бы вроде как попытки российских властей в Крыму совсем уж не разжечь, а наоборот. Смотрите, я объясню, в чем заключается их деятельность. В протяжении 5 лет такого рода провокаций уже, которые не замечаются теми лояльными к этой оккупационной власти крымскими татарами, они просто не хотят замечать эти вещи, такие как запрет крымско-татарского телеканала АТР, установление памятника Екатерины, где на обратной стороне этого памятника, это улица Ленина, по-моему, там обратная сторона этого памятника, крымский татарин изображен в виде там стоящего на коленях перед этой, я не знаю, женщиной тяжело назвать, которая провела первую, заметим, что она провела первую аннексию Крыма тогда. Она была одна из тех, которая была первая, кто провела аннексию Крыма. Год не будем вспоминать, если кому-то интересно. Эти провокации, как обычный, я даже не скажу обычный человек, а тот человек, который уважает свою национальность или как-то пытается противодействовать такой ненависти. Это не только памятники, это запрет телеканалов, это запрет меджлиса крымских татар. Это тоже, это наш народ, это наши лидеры, которые занимаются тем, что
поддерживают нашу культуру, поддерживают молодежь, которая стремится возрождать нашу культуру. И их деятельность заключается не в том, чтобы как-то, а их деятельность заключается в том, чтобы разжечь как раз-таки эту ненависть. Это не только памятники, это даже вспомним книгу 10 класса «История Крыма». Может, вы слышали об этом? Там, где крымские татары представлены вроде коллаборационисты, в которые там практически все участвуют там на стороне Гитлера, гитлеровской Германии, но мы знаем, что это не так. Ну, Мы обещают, крымские- уже теперь после общественного резонанса, обещают вроде как не будет А этого, если бы этой не было книги. этого резонанса? Это все так же продолжалось бы в Крыму. Это ладно в Крыму, я знаю, что это в Крыму пресечено, да? Это дали этому резонанс, и дал кто? Опять же, те, которые недовольны крымские татары. Недовольны именно по этой причине. И вся их деятельность, опять же, я повторюсь, нацелена на то, чтобы разжечь эту ненависть в отношении и построить, как вам сказать, такой мир, там, где нет места крымским татарам. Вот нас представляют вроде коллаборационистов, хотя мы вот уже в протяжении 5 лет мы ярко представили миру, что мы не являемся коллаборационистами. Мы за целостность Украины, в первую очередь. И это не только книги. Это я, кстати, это было где-то январь месяц, я был в Ханском дворце, там, где зафиксировал такие явления, как раскопки на кладбище у наших ханов. Мне, как крымскому татарину, как потомку этих людей, мне обидно, что они могут себе позволить делать такие вещи. И я это зафиксировал, мы это попытались на всех платформах, каких можно было там раскачать, для того, чтобы остановить вот эту, я не знаю, как это назвать. Ну, это вандализм. Это мягко сказать, что это вандализм. Не так много времени у нас остается. Я хотела бы вот под конец эфира задать вам вот какой вопрос. Как вы считаете, как будет складываться ситуация дальше? Вопрос этот обусловлен, в частности, заявлениями, которые на этой неделе звучали со стороны секретаря Совбеза России, который приехал в Ливадию, Николая Патрушева. Он, когда говорил о необходимости усилить антитеррористическую защищенность полуострова, он вспоминал все дела за прошедший год, и из 120 или 120 человек, которые были задержаны в прошлом году, ну, все-таки огромнейшее количество — это крымские татары. Ну, вы понимаете, что они нас не считают каким-то коренным народом. Они нас считают пришлыми там с Средней Азии, и вот такая вот позиция, я не знаю, как их называть, правоохранительных органов. Их тяжело назвать правоохранительными органами. Но это, это те люди, которые занимаются как раз-таки той деятельностью, чтобы разжечь в Крыму. Но как вы считаете, вот учитывая все эти дела, все эти преследования, видите ли вы среди своих соотечественников внутри своего крымско-татарского народа вот эту усталость от борьбы? Нет, усталости нет никакой. Я вам это могу точно сказать. Единственное, что активность может как-то упасть. Но, как показывают недавние события, что замену тем ребятам, которые проводили эти стримы, там взяли одного, на их место пришли десятки. Взяли десятки, на их место пришли сотни. И эта тенденция продолжается, и я надеюсь, что она будет продолжаться. Вот на такой ноте мы заканчиваем сегодняшний наш эфир. В студии радио Крым Реалии сегодня был крымско-татарский активист Исмаил Рамазанов. Я только отмечу, есть у меня несколько секунд, что вот я вижу на сайте Крым Реалии. Ровно 3 года назад в Крыму похитили крымско-татарского активиста Эрвина Ибрагимова, и его так и не нашли. Мне кажется, стоит все-таки вспомнить о нем в этот день. Спасибо вам большое, Исмаил, за то, что вы к нам пришли. Ну и нашим Спасибо. слушателям, зрителям хорошего вам дня. До свидания.